Привет, друзья! В этом видео я хочу с вами поделиться информацией, как проходить марафон, чтобы был конкретный результат. А, О том, что это за марафон, что в него входит, как бы я в этом видео говорить не буду. Хотите результат? Вот я вам сейчас расскажу, как это сделать. Но, во-первых, вот давайте, первое задание, первый день марафона. Каждый день выходит занятие. Вот. Зайти можно в любой день. То есть, если вы, например, зашли сегодня уже 14 день, заходите в 14 день и продолжайте вместе со всеми, начиная с 14 дня, потому что задания, они не усложняются, они по сложности примерно одинаковые. То есть мы просто делаем упражнения ежедневно, вы какие-то слова, правила, глаголы, конечно, потеряли, но вы можете параллельно, скажем так, 14 день зашли, вместе со всеми идете. Ну и по одному дню еще из прошлого прибавляете каждый день. Вот. Поэтому я советую заходить именно в тот день, в который происходит вся движуха. Дальше. Обязательно пишите все слова, новые слова от руки. Вот у нас каждый день идет текст. Да, вот текст идет, например. Я каждый день встаю рано утром и так далее. Каждому тексту идет словарь. Вот вы открываете, вот он словарь слов, которые здесь встречаются. И вы читаете предложение. Например, в этом предложении вы не знаете или забыли два слова. Возьмите и выпишите эти два слова. Вот. Дальше еще два, еще. И так вы выпишите все слова. Уже научно доказано, что записывание, оно ускоряет и улучшает запоминание. Во-первых, вы используете руку физически. Вы смотрите на этот листочек. Вот, вы каждую букву обводите. Вы через мозг несколько раз пропускаете это слово, прежде чем оно появится на бумаге. Вот я все слова записываю. А, Есть одна сложность, если слова не записывать, а просто прочитать. Вот сколько раз нужно прочитать, например, какое-то слово, чтобы его запомнить? Не знаю, сколько раз. 10, 20, 30, 40. Но это очень скучно, и это не работает. Вот. Я просто беру, записываю так на листочек слова, казахский, русский, и все. Я даже не прочитываю эти листочки, я их выкидываю. Почему? Потому что сам процесс просто записывания, он уже сильно влияет на запоминание. Ну, для тех, кто хочет поучить, есть вот такая еще прикольная штука. Вот так листочек делите на две части, вот складываете с одной стороны на русском, с другой на казахском. И сами себе повторяете. Ага, вот у вас с этой стороны видно один какой-то язык. Вы читаете и пытаетесь вспомнить. Потом переворачиваете уже наоборот. Вот. Что есть даже научный термин writing эффект. Вот почему в институтах всех заставляют записывать. Потому что это реально помогает запомнить. Далее. Записывайте не только новые слова, но и предложения, то есть готовые конструкции. Можете не весь конспект, ну, скажем, хотя бы две-три самых ярких новых фразы, которые вы сегодня узнали, или предложения записывать. Работает это точно так же, но только вы запоминаете не слова, а готовые конструкции, готовые предложения, которые у вас в будущем будут активироваться в самый необходимый момент, когда, скажем так, вы будете общаться или что-то читать. Это пункт номер два. Обязательно. На самом марафоне никто не проверяет вашу писанину, но лично я это делаю, а вы сами решайте. Если это помогает, почему бы и не делать так же? То есть почему бы делать так же? Дальше читайте вслух. Чтение вслух, оно включает зрительную память, слуховую, моторную, тренирует ваши мышцы на произнесение определенных слов. Когда человек, он просто читает про себя, так, ну, скажем, мысленно, ну, там, вот эти вот тексты, то мышцы не активируются. И вот это обостряет
момент того, что когда ты вроде бы понимаешь, ты начитанный, но как только ты пытаешься зайти в диалог, у тебя ничего не получается. Почему? Потому что ты этого никогда не делал. Вот, ты только смотрел. Это как смотреть, как люди ездят на машинах, но никогда не кататься. Для тебя это будет непривычно. Вот. А проговаривание, оно помогает и запомнить, и подготавливает тебя к будущему диалогу. Да, есть даже такой так называемый production эффект. Есть профессор когнитивной психологии канадский Колин Маклеод в 2010 доказал, что это ускоряет процесс запоминания, усвоения материала. Вот поэтому обязательно вслух. Вот материал вышел в блоге, возьмите и все вслух прочитайте. Далее, отправляйте голосовые сообщения, говорите на казахском, отправляйте в чат. И если вы не можете сказать уникальный текст, просто возьмите кусок текста, просто любой, и смотря на него, запишите аудиосообщение. Возьмите свой телефон в руку, нажмите кнопочку «Записать» и проговорите просто. Мен күн сайын таңертең ерте тұрамын. И отправьте это сообщение. Опять-таки, вы развиваете произношение, вы тренируете уверенность. Почему? Потому что если вы просто читаете там, сами по себе вслух, это понятно. Но когда ваш мозг понимает, что это сейчас сообщение улетит в группу, где куча людей, вы готовитесь, вы стараетесь сделать это красиво, вы какой-то барьер преодолеваете. И это уже, скажем так, драйв к тому, что вы будете общаться. Если вы смело будете отправлять аудиосообщение на казахском сегодня в чат, то завтра вы смело будете разговаривать теми же самыми словами. Вот, то есть вы, по сути, приучаетесь к живому общению. Обязательно отправляйте как можно больше аудиосообщений. Пусть они не всегда будут правильными, вот, но ничего страшного. И еще одна ценная вещь, то что вы получаете обратную связь. Вы моментально получаете, потому что люди пишут с ошибками, я пишу с ошибками, потому что я тоже ученик, и другие меня поправляют. Я пишу с ошибками, я отправляю с ошибками. Материал, который я отправляю за занятие, он тоже содержит ошибки, люди исправляют, и это помогает мне расти. И если я ничего не буду отправлять, никто меня не прокомментирует, я так и не пойму, в чем проблема. Вот. Комментируйте чужие ответы на казахском языке. Сообщения. Пишите короткие фразы, живые реакции. Вы тренируетесь к живому общению. Например, преимущество отправки и аудиосообщений, и текстовых сообщений, оно заключается в том, что вы можете подготовиться, посмотреть в словарике, перевести через чат GPT, через нейронку. То есть вы можете не сразу ответить. В живом общении у вас нет такого времени. У вас нет такого, скажем так, преимущества. Вам нужно сразу моментально реагировать. Но если вы не будете тренироваться в чате, отправлять тексты или аудиосообщения, то тогда при живом, где нужно моментально реагировать, вам будет еще сложнее. Но если здесь вы будете тренироваться аудио и текстовые отправлять, то в живом у вас шансы гораздо увеличиваются, что все получится. Понимаете? Плюс еще один момент. Вот когда вы печатаете, да, я заметил такую вещь, что я, в общем-то, в принципе, достаточно быстро печатаю на русском языке. Но раскладка казахских букв, она немного специфичная. И когда я начал печатать на казахском, я понял, у меня скорость как у черепахи. И постепенно, печатая сообщения на казахском языке, я увидел, что скорость начинает увеличиваться. Я, в принципе, подтягиваю скорость печатания на казахском приблизительно такую же, как на русском. Вот. Поэтому делайте это обязательно. Это работает. Вот, если вы будете это делать постепенно, скажем так, вы выстраиваете мостик такой невидимый, по которому уже будет быстрее вы сможете перейти к живому общению на казахском языке в жизни, при встрече с другими людьми и так далее. Если вы не будете этого делать, язык останется пассивным знанием,
будет задействовано гораздо меньше процессов нейронных, голосовых, мышечных, моторных и так далее. Поэтому ни в коем случае не оставайтесь пассивным наблюдателем, а выполняйте все задания марафона практически и отправляйте все это дело в чат. Тогда вы очень быстро сдвинетесь с места. Все, на этом все. Спасибо за внимание. Я побежал. Не буду вам глаза мозолить и каждый день об этом напоминать. Я вам не препод, но я, по крайней мере, попытался объяснить, зачем это надо. Вот. Всем спасибо. Пока увидимся завтра на новом занятии из нашего забега.